Здравствуйте, уважаемые телезрители! Спортивный канал КТРК Спорт продолжает трансляцию передачи «Арена». Сегодня понедельник, меня зовут Алмаз Раимжанов, и мы вновь рады вас приветствовать. У нас сегодня в гостях наши прекрасные футболистки Төленова Айчырык, Бахтыгуль Токомболотова и Конушбаева Сабина. Девочки, здравствуйте! Как ваше настроение после тяжелых осенних игр? Отлично все. Так, мы с вами поговорим о квалификационных играх, которые завершились совсем недавно. Проанализируем каждую игру, что получилось, что не получилось, чем мы можем порадоваться, над чем нужно поработать. Ну и в общем, сегодня мы бы хотели поговорить о женском футболе. О мужском футболе, я думаю, многие знают достаточно. Даже те, кто далеки от этого вида спорта, но нас сегодня интересует больше именно женский футбол. Если в Европе давно уже все знают про женский футбол, то, так скажем, в частности, вот в Центральной Азии, в Кыргызстане у нас это записывается, так скажем, начальная большая история, и вы те девушки, которые вписали, можно сказать, эту очень хорошую историю. Ну и вопрос, как так получилось, что такие красивые, хрупенькие, на первый взгляд, девушки выбрали такой достаточно контактный, я бы сказал бы по современному, достаточно жесткий вид спорта. Давайте вот, Бахтыгуль, начнем с вас. Добрый вечер всем. Я в футбол начала играть с юных лет. Несмотря на запреты родителей, я играла на улице с мальчиками. И как-то один раз я побывала на тренировке у мальчиков в Абдышате. И меня увидел тренер, и она сказала мне, что есть женский футбол, почему ты не будешь играть с девочками. Я тогда не знала, что вообще есть женский футбол. Я думала, я первая девочка, которая открывает женский футбол, так можно сказать. И вот я приступила к тренировкам. С 2014 года я играю в футбол. Отлично. Уважаемые телезрители, сегодня у вас будет возможность поговорить, пообщаться с нашими футболистками. У кого возник вопрос, телефон нашей студии 65 66 02. Ну, естественно, не забывайте про смс 35 35. Если вас заинтересовал какой-либо вопрос вообще касающий не только женского футбола, но и вообще в целом футбола, то вы можете задать свой вопрос по смс. Ну и чуть позже мы с вами обязательно разыграем приз. Мобильное приложение Лалафо продолжает дарить всем подарки, так что у вас будет прекрасная возможность. И сегодня будет вопрос не от ведущего, не от меня, а от наших футболисток. Мы чуть позже обязательно разыграем. Ну а пока, Сабина, ваша история. В 13 лет в 48-ю школу пришла Светлана Александровна, сказала, есть женский футбол. Светлана Александровна, она у нас... Она сейчас в Федерации футбола работает администратором. Отлично. Ну, она была до этого тренером. Она ко мне пришла в школу, я родителям пришла, сказала, вот есть футбол женский. Папа не поверил. Потом мы вроде с ФЦ Медерва играли девочки в футбол. И мы тогда увидели, и папа сказал, хорошо, иди. Я пошла на футбол. Это я просто представляю картину, как звали госпожу, которая вас позвала. Светлана Александровна приходит, видит 200 девушек в школе и вытягивает, так скажем, именно вас? Нет, там были объявления. Она просто дала то свой есть был набор. контакт, да, чтобы связаться с ней, где находится. Вот. Я взяла эту визитку. Вот. И обратилась. Да. И с тех пор, с 13 лет? Я занимаюсь футболом. Отлично. Ну и история Айчырык Төленовой. Напомню, что она у нас вратарь национальной сборной Кыргызстана Ю-19, у которой, наверное, больше, чем у кого-либо, появились уже персональные фанаты. Так, Айчырык. Ну и вообще, сейчас, если честно, к вам, вот к женской сборной, приковывается очень большое внимание со стороны СМИ, со стороны телевидения и заканчивая до нашего канала КТРК Спорт. Вот, Айчырык, для начала свою историю, потом еще будет один вопрос тебе. Моя младшая сестра, она увлекалась футболом, вот я играла за школу, меня тоже позвали. После турнира тренер нас заметил и тоже позвал. Вот с тех пор все началось. А что касается твоей позиции?
Ну, вначале моя позиция мне не нравилась вообще. Ты- Тренер мой выбрал сам мою позицию. Из-за того, что вы высокая или... Нет, я тогда была вроде как все, нормального роста. Не знаю, потом я это полюбила, мне понравилось. Обычно в воротах, насколько я помню, мальчишками мы всегда ставили тех, у кого, так скажем, кто больше любит кушать, кто мало двигается, мы обычно ставили тех в ворота. А в твоем случае как Да, это? со мной тренировались девочки, ну, достаточно слабые на тот момент. Они были тоже вратарями. И мне казалось то, что, да, наверное, я ни на что не способна, поэтому, наверное, поставили. Но на самом деле эта позиция очень важная, оказывается. И я это поняла, ну, спустя время только. Потом начала заниматься уже серьезно относиться к этому. Вот. Всё с И этого отлично началось. преуспела. А что касается вот этого вот внимания со стороны уже вот болельщиков к общественности, вы же потихоньку привыкаете или... Да, мы привыкаем, у нас очень Потому что я почему говорю, я работал комментатором на последнем матче Узбекистан-Кыргызстан, и несмотря на погоду, на проливной дождь, достаточное количество болельщиков пришли, особенно во втором тайме, я вам об этом говорил, у нас болельщики даже приходят на футбол как на той, с опозданием на второй тайм, но тем не менее собралось нормальное количество, так скажем, и выкрикивали ваши имена, практически все болельщики знают, во всяком случае, поименно основной состав всех девушек. Ну и я знаю, ваш адрес, Айчурек, тоже персонально кричали, наш Акинфеев и так далее, все эти комплименты. Доносятся на поле все эти... После перерыва только услышала, и было очень приятно. А во время игры Нет. настроены только на игру. Чуть позже мы вам покажем видеосюжет, международный видеосюжет от нашего Мирбека Султанова. А пока вот наши футболистки Сабина, вы у нас играете на позиции центрального защитника. А как вообще определяли ваши позиции, Гульбара Осмоновна? Гульбара Османовна это не определяла, так Так. как я в клубе играла уже как защитница. И вот уже с 13 лет я играю в защите, и меня никогда не меняли. Например, многих девочек меняют позиции. Так. Например, она играет в защите, может играть завтра в нападении. И вот, ну, я играла в защите, так и То играю. есть вы изначально себя Да. очень комфортно чувствуете на этой позиции, а с вами, Бактыгуль? Я как универсальный игрок могу на любой позиции играть. Я, когда пришла на футбол, играла в нападении, потом поставили в край полузащиты, потом в центр, а потом усиливали защиту. И я сейчас в защите. Но где я играю, моя позиция это центральный опорный полузащитник. Отлично. Пожалуйста, внимание на экран, где есть очень интересный видеосюжет. Женский футбол существовал достаточно давно, но до 1970-х годов, когда он начал принимать организованные формы, этот вид спорта ассоциировался с благотворительными играми и физическими упражнениями. До 1970-х футбол рассматривался как мужской вид спорта. По мере развития женского футбола появлялись большие соревнования, как на национальном, так и на международном уровне. В некоторых странах женский футбол – одна из самых респектабельных командных игр для женщин. Также это один из немногих видов женского спорта, в котором существуют профессиональные лиги. Борьба за признание женского футбола не была легкой. Свой первый расцвет этот вид спорта пережил еще в 1920-х в Великобритании, когда некоторые матчи посещали более 50 тысяч зрителей. Но 5 декабря 1921 года английская футбольная ассоциация проголосовала за его запрет на всех полях, используемых входящими в нее клубами. Запрет был отменен только в июле 1971 года.
Хотя женский футбол и не привлекал к себе широкого внимания вплоть до последнего десятилетия 20 века, его история началась в Европе примерно за 100 лет до того. Первый официально зафиксированный матч между женскими командами состоялся 23 марта 1895 года в Англии на стадионе Кроуч-Энд. Команда Северного Лондона нанесла тогда убедительное поражение соперницам с юга города 7-1. Футбол – чудесная игра, он свел с ума мою планету. В него играть всегда пора, зимой, весной и жарким летом. Футбол на улицу зовет, он вел везде свои законы. То двор случайно соберет, то вмиг наполнит стадионы. Благодарим наших коллег за этот сюжет, за это видео. Большое вам спасибо. Так, давайте для начала мы с вами разыграем наш обещанный приз от мобильного приложения Лалафо. Какой у нас звучал вопрос? Кто играет под 17 номером в женской сборной Ю-19? Да, кто играет под номером 17, да? Да. Кто играет под 17 номером в национальной сборной Кыргызстана Ю-19. И такой же вопрос с номером 11. Кто играет в национальной сборной под 17 номером и под 11 номером, да? Да. Тот телезритель, который быстрее всех наберет телефон или отправит СМС, получит приз от нашего мобильного приложения Лалафо. Я думаю, в принципе, подсказок никаких тут быть не должно. Да, Это игроки основного состава. Да, игроки основного состава. Так что время пошло. Время пошло, так что есть возможность сегодня ответить правильно и стать обладательницами призов. Так, ну, теперь, что касается квалификационных игр среди женских команд Ю-19, которые завершились совсем недавно. Теперь немного, так скажем, разговор о серьезном. Во-первых, хочу вас поздравить, потому что мы все следили, зрители, комментаторы, спортивные аналитики, за тем, как вообще происходила эта квалификация. Это действительно, так скажем, большая была история для нас, потому что на таком уровне я, если честно, даже не припомню, когда национальная сборная женская защищала цвета национальной сборной на таком уровне. Так что честь вам и хвала. Немного не хватило, конечно, немного не хватило неудачи, но и есть определенные вопросы, я так думаю, к организаторам, потому что все-таки из группы С, где кроме Кыргызстана играла Узбекистан, Мальдивы, Гуам и Объединенные Арабские Эмираты, должны были выходить две сборные, но почему-то вышла одна сборная. Вам как-то объяснили эту ситуацию? Ничего еще не понятно. Мы сами не можем понять пока что. Было бы хорошо, если бы разобрались еще. Все это в подвешенном состоянии сейчас пока. Да, сейчас сказали бы. Для начала я предлагаю нашим телезрителям и вам примерно посмотреть, как вообще провели игры наша сборная Кыргызстана с вашим участием. И мы практически поэтапно разобрали каждую игру. Я думаю, как только это видео будет готово, нам обязательно покажут. И первую встречу вы провели с Объединенными Арабскими Эмиратами. Насколько вообще это была сильная сборная, по вашему взгляду? Мне кажется, силы были равными. Просто победили по характеру, можно сказать. Ну, Играли в своей стране. Родная земля нам помогла. На последних минутах, можно сказать, забили. Второй победный гол, да? Да, да. Второй победный гол. Давайте для начала, чтобы те зрители, возможно, которые не успели посмотреть матч, который транслировал КТРК Спорт, у вас есть возможность посмотреть уже фрагмент этой игры. Внимание! Альзаркан. Альзаркан. Всех переиграла и удар поворотом. И что это было? Первый удар в створ. Красный кросс и здесь нужно набивать, здесь нужно набивать. Конечно, великолепно, наконец-то! Браво!
Сама пробит сейчас, сама проходит мимо. Здесь нужно! Так, кто Гол! Ну и все, друзья. Все, друзья. Матч окончен. Первый матч. Я могу с уверенностью сказать, что Кенти Бибю удалось забить один из самых красивых голов квалификации. 1-2. Отлично. Ну а теперь вопрос. В принципе, как вы уже сказали, сборные Объединенных Арабских Эмиратов были одинаково, да, по силе. Ну, что еще вы могли бы отметить вот в этой сборной? Ну, во-первых, у нас было очень много моментов, но нас подвела реализация. И арабки тоже бились, очень сильно бились. Они тоже хотели выйти. Сейчас у нас группа такая была, где все равны, да. И вот нам удалось победить. А сколько вообще шла подготовка национальной сборной Ю-19 вообще к этим квалификационным играм? Ну, год. Ну, в общем, мы ездили до этого в ВОШ на сборы. Там Вот. провели 2 товарищеских матча со сборной Таджикистана. Выиграли и ничья. Да. Вот. Это подготовка к отборочным играм была. Мгм, отлично. И целый год, получается, была подготовка. Да. У нас есть СМС. Так. Ну давайте теперь Ну, впервые. Виктория Далингер и Правильно. Айжан Айдарбекова. Нет. Отлично. Правильный ответ. Айдарбекова? Да, Правильно, да? Молодцы. Тот телезритель, который успел первым ответить на этот вопрос, мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. И наши девушки тоже вас поздравляют. И после эфира мы с вами обязательно свяжемся и расскажем, как можно получить ваш приз от мобильного приложения Лалафо. Далее у нас была игра с Гуамом. Кыргызстан-Гуам, где счет был, в принципе, не могу сказать, прям таки разгромный, 6-2 в нашу пользу. Да, давайте для начала посмотрим и параллельно будем уже разбирать эти моменты. Ачо мықты прессинг, ешқандай офсайд жоқ, ұзатылған соққы жана гол! Тоже, как мне кажется, это Жетінші минутта достаточно есеп сандар красивый ашылды. получился гол в этот Доп момент. жана екінші гол дарбазан торунда. А что в целом вы можете по игре отметить? Какие плюсы у Гуама? Насколько вообще квалификация была сложной, на ваш взгляд? Жана үчүнчү гол атаандаштарынын дарбазасында. другой команды, да? Мы искали в интернете, смотрели видео, как они играют, но нигде не нашли. Да, вообще не было. Вы хотели... Мы перед игрой изучаем команду, каждую. И Гуам мы не нашли, но мы вышли с настроем просто выйти и выиграть. Все, у нас больше ничего не было. Отлично. В целом, вот эта подготовка перед играми, она проходит непосредственно и с тренерским штабом, да? Отлично. Вот все те моменты, которые происходили. Одинай Душенбаева, Виктория Делинджер. Зародина, бить нужно, Зародина забивает, да. Анна. Это уже 87-я минута со счетом 5-2. Передача Виктории. Итак, влетел 6-й мяч в ворота Гуама. То есть старайтесь найти информацию, как вообще в целом у вас примерно идет подготовка к определенной сборной, и как вообще вот перед игрой обычно вот вы настраиваетесь. Допустим, 5 минут осталось до игры, вы в раздевалке, что примерно происходит? Мы слушаем песни про Кыргызстан, патриотические песни, и поднимаем свой дух, поддерживаем друг друга. И вот, и у нас есть тренерский штаб, очень поддерживает нас, когда вот выходим, у нас волнение, прям волнуешься, как вот не ошибиться, играть, не пропустить. И вот наши тренера в этом нам помогают, и мы сами друг друга поддерживаем.
Часто Гульбар Усмоновна с начала матча вообще не садится, насколько я замечаю, все время находится в своей технической зоне и старается что-то подсказать. Все ли доносится, в принципе, при условиях того, что стадион большой и, в принципе, можно расслышать, или есть какие-то моменты? Когда говорит главный тренер, мы Мы все слушаем. слушаем ее. Вот главный тренер, Можно услышать в любой точке стадиона. да, это Гульбар Усмановна. Вам она какие подсказки обычно дает? Когда я неправильно действую, вот тогда вот она подсказывает мне. Но это происходит, доходит до меня после того, как я уже Пропускаешь гол? нет, сделаю неправильное действие. Отлично, отлично. У нас есть вопрос. Девочки, молодцы, гордимся. Почему никто не объясняет ситуации после турнира? Почему никто не объясняет ситуацию после турнира? Так, ну, скорее всего, наш телезритель имел в виду, что после всех сыгранных матчей... Что, почему мы не вышли? Ну, давайте сейчас начнем разбор именно с этого, да. Почему не вышли из группы? Ну, здесь вот это единственная группа, где 5 команд. И да, по рейтингу и вообще, где 5 команд, выходят 2 команды. Одна как первое место, вторая как лучшая. И тут получается, что в одной группе Таиланд, он хозяин турнира, в 2019 году будет в Таиланде, и он автоматически уже выходит. Получается, и Непал выходит первыми, а мы вторыми, и как-то по голам, по забитым, по пропущенным мы уступали. Из-за этого. Ну, там все равно есть... Да. Мы уступали, а позади Да. у нас больше было. И вот. Тоже Ну, у нас непонятная у ситуация. себя тоже недопонимание. Мы даже сами сейчас не можем понять. И мы думаем, что сейчас какое-то чудо будет, и нам сейчас скажут, вы прошли. А вот Мы после- очень сильно То есть надеемся. после Узбекистана, даже после проигрыша, вы тоже считали, что вы Да, прошли? мы считали уже, что вот мы сейчас нам скажут, через 30 минут была бы игра, там мы смотрели одну игру, если бы они выиграли бы, то мы тоже вышли бы. Мы так долго надеялись и ждали, где-то до 12, до 11 часов мы сидели и просто молились, чтобы вот просто сказали нам «да». И Да. Но вот. оказалось, это не так. Это игра не Отлично. помощь. Ну, будем надеяться, что эту ситуацию федерация возьмет в свои руки, инициативу, и Очень сильно надеемся. хотя бы объяснят, что здесь случилось, потому что это как-то не по международным стандартам, так скажем, это все происходит. Еще один вопрос. Почему федерация не подает апелляцию? Почему федерация не подает апелляцию? Ну, наверное, это больше вопрос, так скажем, к организации, к федерации, да. Но я думаю, что Федерация футбола тоже обязательно обратит на это внимание и свое слово скажет. Все-таки сейчас федерация это тоже, так скажем, международная организация, которая обязательно должна, так скажем, помочь нашей сборной женской. Так, впереди у нас еще очень любопытная игра. Кыргызстан-Мальдивы. Внимание, телезрители, на экран. Тут есть достаточно ряд любопытных моментов, я бы сказал бы. Мальдивы, по-моему, проиграли с более, так скажем, приличным счетом только Узбекистану. Да, 19-0. Внимание на экран, пожалуйста. Большая часть болельщиков сейчас Кыргызстан, находится. И Мальдивы. надо отметить, что очень Я комментировал и работал много, на этом матче. болельщиков, И с которые первого... сегодня пришли попереживать за нашу сборную. Ох, какой удар! И счет матча. Сборная Кыргызстана немного, так скажем, помогали сборной Мальдивы. Вот, потому что, откровенно говоря, сборная Мальдивы приехала неподготовленной, да, на ваш взгляд? Насколько вас удивил этот факт, Айчурек? Ну, мы были удивлены тем, что они так играют, и решили поддержать их, чтобы у них в дальнейшем развивался женский футбол в стране. Мы не хотели просто, так сказать, убивать их женский футбол. Так как счет, даже если мы еще играли бы с ними, они не считался бы никак. Ну, забили им 9 голов, это немало.
Это был весь Но- второй состав, и не знаю, зачем забивать, у них еще все впереди. Мы бы их дух просто сняли, как узбеки это сделали. Зачем? Просто. И мы еще хозяева турнира, получается. Ну, не хозяева, мы принимаем их. И они наши гости, и мы их хорошо приняли. мы А их вот перед началом вообще был такой разговор до начала первых игр, что сборная Мальдивы, то, что они, так скажем, Нет, Мы- не было. вы не знали тоже, да, на каком уровне, потому Да. что Мы Мальдивы наоборот, достаточно... я думала то, что Мальдивы, они очень даже и команда прям сильная. Я даже не ожидала, что там такие девочки играют слабые. Многие футбол прежде всего начинают делать первый анализ психологический, это, так скажем, из-за финансового статуса, да, страны. Мальдивы это, откровенно говоря, не самая, так скажем, нуждающая страна в финансах, и тоже всем казалось, что Мальдивы вот приедут, у них там инфраструктура такая, девочки, их там, наверное, метр 70, метр 80, все в прыжке, и покажет, как нужно играть в футбол, а на деле оказалось, что это не так. То есть этот факт тоже вас сильно удивил? Да, очень. Ну, это единственная команда, которую мы прям не разбирали. Вот. После игры с Узбекистаном вы уже поняли, что обыграете и их? Ну, нет, просто тренера так решили, мы их даже не разбирали, просто видели, как они играют, вот, и вышли. Да, я помню, что практически все 90 минут я зачитывал только фамилии футболисток нашей сборной, потому что, ну, действительно, даже тот факт, что их один игрок сразу со старта после пропущенного выносит мяч на нашу половину как фейерплей, вам не как показалось, что это даже где-то было из серии, где-то, так скажем, такого анекдота спортивного? Да, ну было, конечно, все приходили к нам, говорили, что они, почему они не забивают. Но нам тренер дал установку, и они играли по установке, и они выполнили эту установку. Я считаю, что они тоже молодцы. Отлично. Ну, пожелаем им удачи. Это отрицательный опыт, как говорится, тоже опыт. Так что пожелаем удачи. Ну и теперь самая важная игра была в подгруппе, да? Сборная Узбекистана. И скажите, пожалуйста, как вы готовились к игре против сборной Узбекистана? Это был самый важный матч в нашей жизни. Мы знали, что будет очень трудно. Да. Психологически были готовы уже. Да. С того, как уже даже нам назначили, вот вы играете с узбеками, все такие узбеки, будем играть с Мы узбеками. об этой группе и вообще узнали в марте 2018 года, и с тех пор мы только готовились на эту игру. Вот, и Ну, так получилось. в этом году был Кубок Дружбы, да, если я не ошибаюсь. Это Кубок Надежды, Надежды. да. Кубок Юность. Надежды. Наша сборная играла и со сборной Казахстана, в принципе, и с Узбекистаном. То есть был, так скажем, небольшой опыт. Ну, а что здесь, так скажем? Нет, это Ю-16. Ю-16 это маленькие до девочки. До 16 лет. Среди Ю-16 тоже, по-моему, были участницы Да, Ю-19. Да. Отлично, давайте сейчас для начала мы с вами посмотрим, что же случилось в заключительной игре Узбекистан-Кыргызстан. Попытаемся разобраться, что же произошло. Так, это момент с пенальти. Момент с пенальти, и забивает одна из самых ключевых игроков в составе сборной Узбекистана под 7 номером. Далее со стандартного положения наша сборная счет сравняла. И вот один из роковых моментов, которая была на 72-й минуте. И вот, пожалуйста, второй гол влетает в ворота Айчурек Туленовой. Так, ну вообще, в целом, насколько вы действительно можете сказать, что это сборная намного ли сильнее? Да, у них очень много игрового опыта. У них каждый месяц игры, Здорово. и у них очень сильный чемпионат внутри женской лиги. Очень сильный чемпионат. У них каждый матч как вот прям. И у них очень развит женский футбол, и очень много тренеров. Все серьезно, все. Вот. И мы 2 года подряд им уступали 6-0. в Здесь Узбекистане. 3-1, Да, ситуация улучшилась.
Ну, обидно, когда зашел последний Да. гол. Это было так обидно. Уже все, вот игра закончилась почти. Ну вот, этот гол, так прям нам... Можно было бы хотя бы попытаться сыграть в ничью, да? А вот смотрите, если бы вы знали, что со второго места вы не проходите, но нужно для этого хотя бы сыграть в ничью, игра была бы другой или такой же, в принципе? Нет, мы знали, что мы не пройдем со второго места. Ну, были очень минимальные надежды. Ну, из-за этого всё да, равно да, настраивались мы на настраивались только на победу. Да, Минимум прям ничья выходили, вот нас говорили, вот устраивала. мы сейчас выиграем. Все. Просто нам нужна была победа. Да. Больше Отлично. ничего. Что обычно, ну, глупый, наверное, будет вопрос, Терек, что обычно? Я знаю, что игроки, конечно, расстраиваются, да, все сильно, но для вратаря, наверное, это особые, наверное, переживания, когда они пропускают, да? Особенно вот в такой Да, ну я ответственной игре. стараюсь быстро восстановиться, потому что пропущенный гол это и пока ничего не значит. Ну, можно отыграться в любое время, поэтому я не сдаюсь. Отлично. У нас есть еще вопрос. За какие команды болеете? За ПСЖ, за Францию. Так, вы болеете за ПСЖ. Либо женских, то Лион. Так, Сабина болеет за ПСЖ. Реал А любимый Мадрид. игрок? Любимый игрок из мужского, то это Неймар. Это я... Сколько меня сейчас не критикуют, да, люди, то, что вот Неймар, он такой симулянт, но, блин, я его люблю, я не собираюсь сейчас из-за того, что он симулянт, разлюбить его, нет. Я Я его думал- от начала знаю, как он начал заниматься футболом, прям все знаю про него. Отлично. Я думал, кто-то из защитников будет. Хотя бы крайних. Нет, ну, конечно, есть Рамос, это защитник, который тоже в центре играет за Реал. Отлично. Ваша версия? Реал За кого Мадрид. болеете? Только Мадрид. Только Реал, только Мадрид. А из игроков Лука Модрич. Лука Модрич. Да, он мозг игры. Он Мозг Кстати, команды. играет на вашей же позиции. Да. И стиль такой игры. же номер. Стиль игры мне все нравится. Я пытаюсь играть как он. Беру пример с него на поле. Кстати, вот у меня вопрос, вот как раз когда комментировал и все время видел, что Гульбара Сумоновна чаще, чем с другими футболистками, с вами переговаривала во время матча с Узбекистаном. О чем Да. это? Ну, я капитан команды, и мне дает она подсказку, а я всем. Вот. Старайтесь что-то подсказать. Потому что, когда она стоит на бровке, не слышно. тем, Иногда кто бывает, да, там, не слышно. и я пытаюсь поближе подойти и всем все сказать, подсказать, как. Отлично. где. Так, Айчерек. Я не болею за какой-либо клуб, потому что мои любимые футболисты играют в разных клубах, поэтому я не могу болеть. За Хотя бы одну фамилию? Именно вратаря или Нет, любого ну, футболиста? без разницы. Пусть Ну, у это меня будет. несколько. Отлично. Ну, тот, Тиаго кто пришел- Силва – это защитник сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ. И Алисон Бекер – это вратарь Ливерпуля и тоже сборной Бразилии. Ну, он играет не так, как все вратари, нестандартный. Делает броски руками, там, перехваты. А ваш фирменный прыжок от кого это приняли? Ну, я не знаю, Или это просто природное? я тренирую это, и как бы получается на игре неосознанно. Отлично. Кто-то, по-моему, даже кричал: «О, Пантера!» По-моему, болельщики вас даже прозвали Пантерой за ваш прыжок. Так, девочки, мы вами гордимся, молодцы, так держать, полностью согласен. Спасибо. Спасибо большое. И вопрос: кто лучший кыргызский футболист? Футболист. Да. Ну, По моей версии, это, Даниэль Теко вроде. ну, это Зим- защитник. Да, Ну, какие? ее версия. Землянухин. Даниэль Tego. Даниэль Теко, да. Так, ваша У версия? меня Антон Землянухин. Антон Землянухин. Ну, я особо за ними не слежу, но мне кажется, Азамат Байматов, он реально многого Да, как капитан. достиг, и мне кажется, он стоит своей повязки и самый лучший футболист, он, думаю, в Кыргызстане.
Отлично, отлично. Ну, я думаю, честь, хвалу и национальная сборная заслужила, потому что все-таки выступать впереди зимой, в январе, совсем скоро, на очень серьезных международных, так скажем, играх. Ну что ж, наша передача потихоньку подходит к своему логическому завершению. И давайте вот, начиная с Айчурек, ваши можете передать привет своим любимым зрителям, болельщикам и передать привет родным. Я передаю привет своим тренерам, особенно своему тренеру по вратарям Денису Сергеевичу. Благодаря ему я многого достигла. Вот он не поддерживает, но он мотивирует меня. Не поддерживает, но мотивирует? Да, я благодаря ему, я думаю, я многого достигла. Вот. И маме сегодня... своей привет передаю. Отлично. А наш тренер и мама смотрят сейчас нас в прямом эфире? Да. Отлично. Я бы хотела поблагодарить своего тренера, первого тренера Талайбек Казаруке и тренера на данный момент Гульбару Осмоновну. Я хотела бы очень поблагодарить ее. Спасибо ей за все. Она прям как моя вторая мама. Я очень дорожу Чаще ставьте ей. меня в основной состав, да? И привет всем моим родителям и моим близким друзьям. Айдяне, привет. Отлично. Бактыгуль? Хочу сказать всем большое спасибо, что вы нас поддерживали. Также продолжайте, потому что то, что ваша поддержка, нам очень важно. Хочу передать своим тренерам, каждому человеку, Гульбару Осмоновне, Наталье Викторовне, Светлане Александровне и, конечно же, моим родителям, маме и папе. Люблю вас. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. И в конце от имени нашего спортивного канала хотел бы пожелать вам удачи. И надеюсь, что в следующий раз, когда вы придете с большими победами. И это действительно большое начало. И то, что присылали сегодня наши телезрители, я с ними полностью искренне на 200% согласен. Мы действительно вами гордимся, всей нашей национальной сборной, тренерским штабом, Федерации футбола. И всем, кто причастен к этому успеху, мы тоже честь и хвала в ваш адрес. Будем держать кулаки за наш отечественный футбол и за женский, и за мужской. Спасибо вам за эфир. Ждем вас в гостях. Меня зовут Алмаз Раимжанов. Это была телепередача «Арена». Кыргызстан алга.